Махмуд Али Калиматов подчеркнул, что проверка должна проводиться тщательно. В учреждениях должны работать все системы пожаротушения и оповещения АЧС. Каждое здание должно быть оснащено четкой и понятной схемой эвакуации. Кроме того, руководитель субъекта обратил внимание на важность соблюдения строительных норм и правил при возведении объектов с массовым пребыванием людей. По всем населенным пунктам, застройки оценить с точки зрения пожарной безопасности, проезда и необходимые оборудование, где подключиться к воде, водоемы. То есть они знают, там у них параметры есть. Они пусть займутся, я думаю, хватит им 3 недели. По республике я имею в виду. Особенно, где застройки новые. Это жизнь людей, жизнь детей. Особенно обратить внимание объекты дошкольного и школьного образования. Кроме того, больницы, поликлиники. Пусть обследуют. Как заявил Махмуд Али Калиматов, те бизнесмены и подрядчики, на чьих объектах будут выявлены нарушения, будут зачислены в список недобросовестных исполнителей и больше не смогут заниматься строительными работами. Берете и все нарушенные объекты, уже у вас сроки прошли, да? Вы весь список, и которые истекают в ближайший месяц, август, например. Все стройки по этим. И кто? Не просто мне стройки. Сколько денег туда выделено, какой это объект, кто строит, фамилия, имя, отчество, сколько у него техники, сколько у него работников, официально ли они оформлены. Вы контракт заключаете же, официально ли оформлены. Есть ли у них трудовые книжки? Завтра без пенсии людей оставить. По словам руководителя региона, проверка должна выявить факты неформальной занятости. Жарадат Хулухоева, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Суров, Новости 24.